Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы погадаем на замечательную тему, что вас ждет с задуманным человеком. Отношения любовные, тема любовная. У нас с вами будет 3 позиции на Таро Солнце. Тут 108 карт, это очень интересный оракул. И первая карта покажет ваши чувства к этому человеку, чтобы вы могли сориентироваться, правильно ли выбрали позицию свою, да. Колода вообще очень понравилась, такая прям интересная. Пишите, у кого тоже есть такая колода. Итак, мои дорогие, у нас 3 позиции. Сейчас будет 3 позиции. Вам нужно выбрать те позиции, не обязательно одну, но те позиции, которые с вами резонируют. Или можно гадать на разных людей. Что вас ждет с задуманным человеком? Что вас ждет с задуманным человеком? Итак, выкладываем. Выкладываем. 3 карты. 3 позиции. Первая у нас аква аура кварц, вторая оранжевый кальцит и третья у нас флюорит. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Что вас ждет с задуманным человеком? Тема любовная. Итак, первый камень аква аура кварц. Первая карта — это ваши чувства к этому человеку. Любовный треугольник. Карта сама за себя говорит. Вы подозреваете, что человек с вами нечестен, либо у вас есть еще один человек для отношений. Но вы знаете, у вас ли человек другой, или вам кажется, что у этого человека кто-то есть. Все равно карта показывает глубокие какие-то любовные переживания, да, и вы понимаете, что идет выбор, нужно что-то менять в этих отношениях, и вы, понимаете, что это все, конечно, опыт, что это кармические отношения. И вот если вы думаете, что это ваша карта, что у вас именно такие чувства, да, любовный треугольник, то оставайтесь в этой позиции. Если вы не чувствуете такое, да, то вам нужно в другую позицию. Итак, мои дорогие, наши с вами вопросы. Вопросики пошли, вопросики, да. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Что он чувствует к вам? Или она, да? Что он чувствует к вам? Да что у меня карты прям как знаки падают и падают. Ну вот эта карта очень часто с Сваслава показывает соперницу, такую женщину самодостаточную. Если вы женщина, у вас есть соперница. Если вы мужчина, за вами охотятся женщины. Не одна, а несколько. 2 или 3. Вот. Бывает. Итак, что этот человек к вам чувствует? Калинов мост выпал. Интересно. Карта очень хорошая. Она показывает, что человек готов с вами быть в каком-то союзе. То есть он чувствует, что между вами есть энергетическая сильная связь. И понимаете, по этой карте человек хотел бы обновить ваши отношения, сделать их более душевными, более такими яркими, что ли. Ему бы хотелось страсти между вами, и навести мосты. Он считает, что эти отношения лучше вот как будто прям начать с чистого листа. И этот человек, глубоко к вам привязан, могу так сказать. То есть испытывает рядом с вами какие-то неповторимые такие яркие эмоции. Раньше ему эти эмоции вообще были неведомы. И я бы сказала, что мысли возникают о женитьбе или о замужестве с вами, о рождении детей,
о каких-то мыслях, да, о счастливых отношениях, брачных отношениях. То есть человек вас считает по этой карте чистой душой, верным, надежным человеком, даже если у вас есть с вашей стороны кто-то. Но этот человек, на самом деле вам доверяет, да? И, конечно, постоянно думает о вас, то есть какими способами вам быть вместе, понимаете? Причем неважно, я еще раз повторю, что гадаете вы на мужчину или на женщину. То есть карта показывает, вот этот Калинов мост, что вы, скорее всего, будете вместе, даже уже по его чувствам, да? Или ему бы так очень хотелось, или ей. И, как-то хочется соединиться, вот, постоянно соединиться, значит, между вами, может быть, до этого, либо был разрыв отношений, или еще что-то, что-то плохое, может быть, было. Мост, он навести мосты, да? И также, если вы все-таки хотели бы быть с этим человеком, то пока, конечно, не стоит рвать отношения, потому что тут, судя по чувствам этого человека, явно не все еще потеряно, да, между вами. Явно же. То есть видно, что этот человек надеется. Хотя, да, тут кто-то может вмешиваться в отношения, и треугольники быть, и все, но все равно он надеется. Так, а что этот человек о вас думает, да? Что думает? Вышла очень хорошая карта Волхв, которая показывает, что человек считает вас очень мудрым человеком, что у вас есть больше знаний, чем у него самого или у ней, и что у вас есть опыт. Да, вы немножечко так уходите в себя, но все-таки вы очень интересный человек для этого человека. То есть буквально этот человек видит в вас свет, тепло, которых ему в жизни в принципе не хватает, и уверен, что вы посланы ему высшими силами. Вот. Может быть, когда-то он хотел быть справедливым, честным человеком, может, даже проявлял себя так. По отношению, по крайней мере, еще в каких-то других сферах, если уж вы его подозреваете, допустим, здесь в обмане, по крайней мере, допустим, на работе старался быть честным. То есть он считает, что вы ему как в награду достаетесь за какую-то честность. И опять же мысли о том, что, возможно, он вас любит и готов отрекаться от каких-то людей, от обстоятельств, чтобы быть с вами. Но также есть такой момент у Волхва, да, что он одинокий. И, возможно, этот человек считает, что в глубине души вы не желаете видеть его в качестве супруга или ее в качестве супруги. То есть, возможно, он надеется на то, что вы хотели бы, но и все-таки констатирует в голове факт, что, может быть, вы и не хотите с ним быть или с ней. Но все-таки считает, что судьба рассудит, да, что все-таки этот человек надеется, да, вот карты говорят, что, все равно надеется быть вместе. Хорошо. Как этот человек к вам относится, вообще в принципе, да, как человек к человеку? Нужда, вот видите, то есть он в вас нуждается, да, это четко видно здесь. И как здесь человек в нужде борется за свое выживание, также и этот человек, по сути, готов бороться за ваши отношения, и за вас как за человека. Но ему кажется, что без помощи еще каких-то людей или высших сил здесь не обойтись. Однако карта явно подтверждает, что человек очень дорожит вашими отношениями и, возможно, даже готов на все ради того, чтобы вы были вместе счастливы. По сути, судя по всем этим картам, человек не мыслит своей жизни без вас. И между вами, как ему кажется, должно быть взаимопонимание. Почему-то ему бы хотелось, чтобы вы ему полностью доверяли, и что он не станет обманывать и предавать вас. Даже если вы ему не доверяете, но это не значит, что он станет. Наоборот, человек считает, что можно все преодолеть, что это кармические отношения, и да, там испытания посланы, но можно все преодолеть. Вот так. Хорошо, давайте посмотрим тогда, будете ли вы вместе в итоге. Потому что одно дело желание этого человека и чувства, а другое дело обстоятельства. Будете ли вы вместе, да? Вот видите,
Карта плохая выпала, хворь. 75-я карта. Она, знаете, как показывает, да? Если 7 и 5 сложить, 12. Что идет подвешенное состояние такое, что вот отношения есть, но они хворают, да? То есть они больные, эти отношения, немножко такие больные. Но и вам нужно учитывать, что хворь – это не смерть, да? То есть отношения могут быть, вы можете быть вместе, но с проблемами. Идет такой момент, что они, как, знаете, треснутые такие отношения. Либо один из вас очень желает, чтобы его второй опекал. Один навязывается другому. Вот. Но при этом идут проблемы, и второй может, как сказать, тяготиться этим, да. То есть один навязывается другому, а второй тяготится. Поэтому давайте еще карту достанем. Тут просто, мне кажется, нужно как бы как уточнение, да. Потому что видно, что отношения-то как бы и есть, но какие-то вот они подвешенные. Ну, тут очень много зависит в этих отношениях от мужчины, от князя. Карта всегда говорит о том, что если мужчина постарается в этих отношениях, то может сделать их прям вот конфетка, а не отношения, да, и вы можете быть вместе. А так получается, явно один как будто бы строит из себя некую жертву, да. Все-таки 7 до 5, 12. Жертву. А второй должен вот за ним вот тюти-мути бегать. Вот. Ну и мне кажется, именно тот, на кого вы гадаете, из себя будет строить вот этого нуждающегося, потому что у него уже нужда идет. А вы должны вот ему всячески потакать. Может, даже это некие абьюзивные немножко отношения. Поэтому, если мужчина себя проявит как мужчина, здесь будет больше потенциала для отношений и больше возможностей, чтобы они были именно счастливые. Потому что женщина здесь хочет опираться на мужчину, хочет, чтобы он был настоящим, хочет, чтобы он был лидером. А если он будет тютей и мутей, которая вот все время страдает, будет тяжелей. Вот так могу сказать. Но шансы быть вместе есть. Вот такой интересный ответ по первой позиции получился. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Оранжевый кальцит. Будете ли вы вместе, да? Какие перспективы, что вас ждет с этим человеком. И первая карта – ваши чувства к этому человеку. По ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. И здесь у нас выпала очень интересная карта – белобог и чернобог. Это как будто бы две стороны, светлая и темная, понимаете? И, конечно, карта показывает, что у вас внутри об этом человеке есть разные мнения. С одной стороны, вам кажется, что он светлый человек, и у него много хороших качеств. С другой стороны, у него есть некие недостатки или пороки, с которыми, трудновато мириться. А еще у вас буквально, скорее всего, есть чувство, что вы будто из разных миров. Как будто бы иногда вы говорите совершенно на разных языках. Мало понимаете друг друга. Либо этот человек и правда с другим менталитетом, чем вы. Например, иностранец или иностранка, или с другого региона. Или там семьи совсем в разных социальных группах, да, или еще что-то. То есть что-то вас разделяет, вы совсем как-то в чем-то разные. Может быть, плюс и минус притягивается, и вы как раз из-за этого и в отношениях друг с другом, да. То есть интересно же, когда что-то необычное. Но вот в этом человеке вы явно видите и много хорошего, и, главное, тоже плохое. И достоинства, и недостатки. Вообще не бывает идеальных людей. Мы не можем во всех видеть в ком-то только достоинства или только недостатки. Конечно, вы подмечаете и то, и другое. Это нормально, в принципе-то. Но мне кажется, тут еще что-то как бы есть. Вот я говорю, как будто, допустим, этот человек из другого социального слоя, иностранец или разное мышление или еще что-нибудь такое.
Ну, в принципе, я бы сказала, чувство у вас есть, интерес есть. Давайте посмотрим, а что этот человек чувствует к вам в ответ, если вы себя узнаете здесь. Если не узнаете, вам в другую позицию, да? Гора. Но сейчас, на данный момент, человек считает, что в отношениях тяжело. И чувства у него тяжелые. То есть он явно видит между вами проблему, или она, да? Но знает, что нужно проявить упорство, чтобы эту проблему преодолевать. Вы этому человеку нравитесь, дороги, или, возможно, он вас любит, но у него есть и некая рассеянность в жизни. То есть до конца по достоинству этот человек вас не оценивает, потому что вы же мало понимаете друг друга, да, вы как из разных миров, и, скорее всего, этот человек вот действительно чего-то недопонимает. С другой же стороны, ему нужно, как и он сам знает, напрячься, чтобы понять вашу истинную суть. Ну, в любом случае, вы можете вести себя определенным образом, как будто бы быть с некой ширмой, за которую с трудом можно заглянуть, понимаете, или носить определенную маску. И именно поэтому человеку трудно преодолеть всю вот эту, как сказать, наносную, какой-то ваш образ, да, для того, чтобы вот заглянуть внутрь вас. То есть, возможно, вы себя не хотите показать истинную или истинного, понимаете? С другой стороны, человек даже может вас осуждать по этой карте за что-то, за какие-то поступки, за какие-то слова, там, может быть, за какой-то образ жизни. Вот. Ну, то есть ощущение, что вы друг друга должны перевоспитать. Вот судя по чувствам друг к другу, да, что вы прям друг друга перевоспитывать должны, чтобы быть вместе, вот так. Ну, давайте посмотрим, что этот человек думает о вас. Умеренность. Ну, вот умеренность, кстати, неплохая карта. Мысли вот получше, да, чем чувства. Может быть, гора тяжелая, как сказать, бремя какое-то на него навалилось, вот на этого человека в связи с отношениями. Ну, то есть от него требуются какие-то поступки, которые он пока или она совершить не может, да, там большая проблема стоит между вами. Человек пока не может из-за своей рассеянности взять эту проблему вот на раз преодолеть, допустим, да. И может еще в этом быть весь сыр-бор, понимаете? И вот эта умеренность на мыслях, она показывает, что человек вот как будто бы, ну, все равно считает, что эти отношения можно исцелить, например, да, или привести в равновесие. С другой стороны, умеренность часто показывает воздержание, поэтому человек может очень сильно тянуть резину в отношениях, ну, по крайней мере, что не решает проблемы, да. То есть надо решать проблемы, а человек не решает. И если это мужчина, он вполне может быть таким абьюзером, который пользуется частой ситуацией в свою пользу, да. Реши ты проблему. То есть вынуждает, чтобы за этого человека решили проблемы. Ну, а женщина тут уже 100%. То есть сама по себе несколько рассеянная, не умеет решать проблемы и предлагает как будто мысленно мужчине, что я тут помедлю, там, да, а ты реши проблемы. Вот так прям. И у человека, ну, есть как будто бы такое ощущение, что, может быть, вы и смогли бы все решить. То есть, что на вас, на ваших плечах лежит исцеление этих отношений, что вы могли бы все это сделать за этого человека. Вот не знаю, вот я так это вижу. С другой стороны, да, человеку хотелось бы, чтобы ваши отношения были мирные, ровные, спокойные, исцелить какую-то ситуацию. То есть человек тоже к этому стремится, понимаете? Но и внутри вот что-то такое все равно присутствует. Не то, что слабость, а именно вот, ну, за меня же все могут сделать. То есть вот какое-то как бездействие, да? Или даже если не бездействие, ну, мало действия, допустим. Вот так. Как он относится к вам как к человеку? Видите, распутье опять же выпало. То
То есть как-то сомнительно, сомневаюсь, нам вместе идти дальше или не вместе. Я на распутье, я не знаю. И, мол, пора решать что-то, делать выбор. Но вот как-то ждет от вас. А повлияешь ли ты на мой выбор, понимаете? И да, вы этому человеку, опять же, карта подтверждает, симпатичный, он к вам привязан. Но с другой стороны, как будто бы как-то ждет от вас какого-то сигнала. Или думает, а не произойдет ли чудо, или что-то экстраординарное, неожиданное, что побудит его сделать выбор. Понимаете? И даже дело не в том, что человек выбирает между вами и кем-то еще, а вообще в принципе по жизни. Какой-то нерешительный человек, но может быть довольно деликатным человеком, который, допустим, не умеет другим людям гадости в лицо говорить и все такое. Но под деликатностью часто скрывается неумение действовать вовремя или нежелание действовать. Ну и будете ли вы вместе с таким человеком? Вышла карта «Дитя», которая показывает, что шансы быть вместе все равно у вас есть. И даже если вот у вас где-то, как сказать, детородный возраст, даже что у вас может быть общий ребенок. Вообще карта очень благоприятная. Много возможностей для ваших отношений. И может быть полное обновление этих отношений. И да, вы должны чему-то учиться оба. Тогда вы преодолеете все препятствия. И карта на будущее показывает, что человек будет больше испытывать к вам чувств, как будто они у него обновятся, и наступит такой момент влюбленности, эйфории, что человек даже захочет вам что-то дарить, например, что-то делать приятное. Вот какие-то могут появиться у него внутри светлые чувства по поводу вас. Хотя сейчас на душе гора, да? А вот будут светлые чувства, что-то вот такое хорошее. Если вы познакомитесь с друзьями, с родственниками этого человека, если еще не знакомы, они все будут воспринимать вас очень хорошо в будущем. И это все потихоньку-потихоньку будет развивать ваши отношения. То есть вполне вероятно, что вы будете вместе. И в итоге, ну вот как с нуля, мол, развивается и переходит опять же снова в серьезные отношения. Как будто даже можете снова получить предложение руки и сердца. Если еще не получали, то заново, то с нуля, да. А если получали, то снова получите. То есть больше будет эмоций, больше будет любви. И совершенно какое-то даже, ну, более такое ответственное даже отношение к вам. Не такое, как сейчас. Сейчас как-то пассифлора ходячая, да? А будет человек по-другому себя вести совершенно. Ну, то есть как-то больше проявлять себя, действий проявлять по отношению к вам. Но опять же на основе чего-то, что его поддернет. Ну, допустим, вы решите, не знаю, похудеть к лету, да, сменить имидж или перекрасить волосы в красный цвет. Ну, или в блондинку там, если вы женщина. Мужчина там, не знаю, пойдет в спортзал, займется фигурой или разбогатеет. Не знаю, вот от вас как будто тоже что-то требуется, чтобы обновились отношения. Или вы как-то поставите себя иначе, чем раньше ставили. Потому что вот я говорю, почему же человек вас видит, что это вы должны все проблемы решать? А я вот буду тут сидеть, ручки сложив, да? Но, наверное, потому что вы себя тоже так поставили. Я говорю, вот ощущение, что вы таскаете на себе некое амплуа. И дело не только в этом человеке, не только он там в чем-то виноват. А у вас тоже, говорю, вот есть некий грешок. То, что вы не показываете свою истинную душу. А может, вы себя и не хотите раскрывать, потому что вам, еще не собрались, да, не то что лень, но не собрались еще раскрыть себя полностью. Вот у каждого человека же есть потенциал, да. Но иногда мы вот в какой-то депрессии садимся перед сериалом и заедаем стресс. Ну, конечно, такому человеку не каждый захочет признаваться в любви, дарить цветы и так далее. Если сидит там с 3 подбородками, жует чего-то, не красится, не мылась 3 дня. Ну, согласитесь, вот, не захочется такому человеку что-то срочно делать, дарить. Ну, правда же? Вот. То есть за собой же тоже нужно смотреть. Мужчины также себя ведут. Отращивают огромное брюхо,
Садятся с пивом, рыгают, жрут свинину, а потом говорят: ну что ты, почему ты мне ничего приятного не хочешь сделать? Что ты меня не соблазняешь? Почему ты передо мной в белье не прыгаешь? Ну, здрасте, Настя. Ну, я бы перед тобой попрыгала, если бы ты сидел в костюме и, может, лучше в Мерседесе и протягивал мне бриллиантовое колье, да? Или там, ну, хотя бы слова мне какие-то говорил. А ты вот, ну, вот весь такой: любите меня, да? Вот понимаете, вот у всех есть вот это вот все. И для того, чтобы что-то, вот какая-то романтика, вау, эйфория, ну, надо, наверное, все-таки что-то поменять. Ну, вот такой интересный ответ получился по второй позиции. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 3. Будет ли продолжение ваших отношений? Что вас ждет с задуманным человеком? Что там у вас нарисуется скоро в жизни с этим человеком, да? Давайте смотреть. Значит, тут у нас камень флюорит. И первая карта, а сначала проверяем ваши чувства к этому человеку. Жатва. Вот жатва, да? Карта результата какого-то. Вы в этого человека уже силы вкладывали. И причем энергии, и, может, даже и денег, и сил, и всего-всего. Времени, да, потрачено много. Много. Вы уже видите какой-то итог. Но этот итог какой? То есть то ли кармическое наказание, то ли награда, то ли какие-то предупреждения, да, об этих отношениях, сигналы. То есть вы как будто вот его как облупленного знаете, и знаете, где достоинства, где недостатки, как себя человек поведет в определенных ситуациях. Ну и, может, понятия не имеете, а что дальше делать. Но то, что вот вас давно соединяет судьба, это факт, и вы воспринимаете человека уже как кого-то, не знаю, естественного в своей жизни, да? Что вы как будто его всю жизнь знаете, этого человека, или реально, или просто такое у вас чувство, что вы его знали всю жизнь. Понимаете? Вот если у вас такие есть чувства, вот, которые я все перечислила, да, или часть из них, то оставайтесь в этой позиции. Если нет, вам в другую. Итак, что этот человек вам чувствует? О, потеря. Ну, понятное дело. Ясно же, что человек испытывает кризис в этих отношениях сейчас и ощущает потерю. То есть, что он вас теряет или потерял. Вот. Что отношения под угрозой. Человек чувствует угрозу. Ему кажется, что как-то все плоховато, что что-то произошло, да, между вами. Или что кто-то, или высшие силы хотят отобрать вас у этого человека. Но еще такой момент есть, да, потеря – это ощущение пустоты. То есть, когда ты вкладывал силы долгое время, и все впустую, все прахом пошло. А значит, этот человек может очень переживать. Но переживать не только из-за вас, а еще и из-за себя, да. Старались ведь мы, а ничего не вышло. И я старался или старалась, ничего не вышло, да. Переживания, конечно. Какие у него мысли. Солнечный лабиринт. Но смотрите, вот как получается, да. Если человек, допустим, чувствует, что может вас потерять, то получается по солнечному лабиринту на мыслях человек, ну, дает какую-то надежду, да, может, не потеряю, то есть чувствую, что потеряю или потерял, да, но может еще что-то можно вернуть, то есть надежда есть. То есть у человека на самом-то деле есть глубокая привязанность к вам, и как будто он хочет проложить путь, да, для того, чтобы, ну, как-то улучшить, выровнять эти отношения. То есть сам по себе весь солнечный лабиринт – это поиск нужного пути, понимаете? И также человек хотел бы, ну, вот вообще понять себя, понять вас, разобраться в этом всем. Он также думает и надеется, что вы всегда будете с ним рядом, будете поддерживать его, поможете ему, дадите, может быть, какой-то совет.
воспринимает вас не только как любимого человека, а еще и как друга или подругу. И хотелось бы больше огня в отношениях, больше солнца, да, больше светлого чего-то, светлых событий, может, каких-то. То есть все равно надежда еще не угасла окончательно в этом человеке. Как он к вам, как к человеку относится, давайте посмотрим. Черный кот. Ну, он считает то, что на вас влияют, возможно, какие-то люди или злые силы, что, может быть, есть некие враги для отношений, может быть, кто-то магичит, наносит вред, вот. И, соответственно, ваше мнение о нем изменилось благодаря этим врагам. С другой же стороны, человек может чувствовать, что вы нуждаетесь друг в друге, да, по черному коту. Как черный кот сопровождает всегда ведьму, так, может, этот человек хотел бы, чтобы вы сопровождали друг друга в парочке, да, и чувствует, да, что может пробудить в вас чувства, которые являются там страстью, интересом неподдельным, раскрыть какие-то тайны, может быть. Но да, мистику тоже видит. То, что кто-то может магически влиять, он подозревает, этот человек, но и понимает, что преодолеть можно. Вообще, черный кот очень интересная карта, которая показывает, что, мол, отношения наделены двойным каким-то смыслом, да. То есть человек понимает, что в этих отношениях не все просто так, что есть что-то, в чем надо разобраться. И вот будете ли вы вместе-то в итоге, да? Облако. Ну вот с проблемами, конечно, вы сталкиваетесь, но, как говорят, я тучи разведу руками, да? Мелкие проблемы, которые решаемы. Видите, отшельник. Отшельник говорит о том, что этот человек должен проявить самостоятельность в отношениях. Тогда вы можете быть вместе без проблем. То есть, может быть, вы устали от каких-то его постоянных, вот этих вот неудач, да? И может, ему сделано еще плюсом магией на одиночество. И есть, может, по роду проклятие на одиночество. Потому что отшельник очень часто это показывает. Обеты, клятвы, проклятие на одиночество, наведенная порча на одиночество. Облако и говорит о том, что у вас тучи есть, зависли над отношениями, слишком много проблем, но их можно решить. Вот эти все проблемы можно решить, особенно если этот человек возьмет себя в руки и соберется их решать. То есть от него, от этого человека или от нее очень многое зависит. Очень. Человеку нужна реабилитация, да. А вы-то, конечно, этого человека уже знаете, как облупленного или там как облупленную, и понимаете, что как-то этот человек должен решать эти проблемы, что как-то чему-то надо его научить, понимаете? Поэтому, да, шансы быть вместе есть, но надо дождаться, чтобы человек этот что-то делал. Потому что вы, наверное, максимально уже сделали. И сколько можно. Вот. Ну и, конечно, избавляться от негатива, да, может, даже совместно. Ну, вот такой интересный ответ получился по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!